Коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции в Коми вновь снизился. Свои позиции он теряет уже с начала марта. И это федеральная тенденция. Темпы вакцинации стали значительно скромнее. Плюс мартовские праздники. Региональный Минздрав напомнил жителям республики о необходимости ревакцинации. Виктория Палкина изучила статистику. Больше 420 тысяч жителей республики вакцинированы полностью. Чуть больше 440 тысяч только первым компонентом. Формулы, как вычисляют коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции, на сайте «Стоп коронавирус» нет. Только готовые цифры. Последние полгода коллективный иммунитет в регионе не отличается стабильностью. С октября был уверенный подъем, потом мы почти приблизились к заветным 80%. И вот снова существенный спад. Заболеваемость коронавирусной инфекцией снижается. Меньше и амбулаторных больных, и стационарных. Часть учреждений уже возвращается из ковидных центров к привычному графику работы. Может, эти скромные позитивные новости и сказались на темпах вакцинации. Люди просто расслабились. Уровень коллективного иммунитета складывается из двух составляющих. Это вакцинация и это переболевшие. Вот мы заметили, что сейчас количество переболевших у нас растет, а количество вакцинированных падает. Поэтому уровень коллективного иммунитета в республике стал снижаться. Сегодня в прививочные кабинеты хорошо идут подростки. Вот только вакцины на всех не хватает. Ситуация противоположная со взрослыми. Прививка есть, желающих немного. У нас неплохо вакцинируются люди старшего поколения. Они, мне кажется, более сознательные, чем средний возраст, где-то 40-50. Они оценивают как раз свое здоровье с кучей болячек, поэтому идут хорошо. Сегодня Коми еще далека от статуса региона, свободного от ковида. И приблизиться к нему поможет только вакцинация. Прививочные кабинеты работают во всех районных поликлиниках. В столице Коми открыты дополнительные центры. Дальше дело только за сознательными жителями республики. Виктория Палкина, Олег Юшков, телеканал Юрган.